9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала, завершив свое участие в войне. И День Победы – это праздник в честь ее окончания. Но это праздник со слезами на глазах. Ведь война стала огромной трагедией для всего мира, и особенно для Беларуси. Мы все с детства помним, что за 4 года войны погиб каждый 3-й житель нашей страны. И это не праздник про «можем повторить», это история про «никогда вновь». Сейчас мы слишком хорошо знаем, как жили белорусы во время войны, как оккупационная администрация всюду развешивала свою символику, как нацисты арестовывали на улицах мирных жителей без каких-либо причин, как они сажали людей в тюрьму без суда и следствия, как ложь, насилие, беззаконие стали главной идеологией на захваченной территории нашей Родины. И мы хорошо знаем, что люди не должны умирать и жертвовать своими жизнями ради чьих-то амбиций, что каждая война и каждое насилие ужасно в любом своем проявлении. Но почти 80 лет спустя мы видим, что не все вынесли этот урок. Есть те, кто манипулирует исторической трагедией целого народа, чтобы очернить нынешних борцов за независимость. Есть те, кто использует в пропаганде героев, которые сражались за нашу победу 76 лет назад, но никак не помогает им. Есть те, кто готов потратить почти 1 000 000 рублей на салюты и концерты, но ничего не подарит ветеранам к их празднику. Я знаю, что белорусы, как и всегда, не бросят людей в беде. Я знаю, что вы выйдете из дома, почтите память тех, кого с нами уже нет. Навестите стариков, поздравите и поблагодарите их, обязательно соблюдая дистанцию и надевая маски. Они будут рады любому вниманию. Расспросите их о войне, выслушайте и передайте другим то, что они скажут. Ведь если бы их голоса действительно слышали все эти годы, разве узнали бы их внуки, как ранят осколки светошумовых гранат и какими пытками выбивают признания из невиновных? Поэтому 9 мая – очень важная памятная дата. И я хочу разделить с вами эту память и желаю, чтобы и наш общий День Победы пришел как можно скорее.